Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Басарабяска отметила 167-й день рождения. Проблемы и решения в пчеловодстве. Массовый спортивный забег в Камрате. В Дрохии состоялся семинар, на котором присутствовали все пчеловоды района. В рамках встречи они обсудили эпизоотическую ситуацию по болезням пчел и безопасное производство меда. Участники семинара оценили важность полученной информации и узнали много нового и полезного. Об этом подробнее далее. В Дрохии состоялась встреча всех пчеловодов района, в рамках которой они обсудили эпизоотическую ситуацию по болезням пчел и безопасное производство меда. Пчеловоды уверяют, что семинар был интересным, и они узнали много полезной информации. Очень пчеловоды ждали, особенно сейчас весенний период, поскольку очень у многих возникли вопросы и ждали ответ от этого именно заседания. Большое очень получили удовольствие от того, что конкретно получили ответы на вопросы нужные, так как у многих пчеловодов возникли вопросы по гибели пчел. Семинар был очень полезный. Мы обсудили массу вопросов и узнали много нового. В нашей стране несколько тысяч пчеловодов, из них порядка 45% находится в центральной части, 30-35% на юге и 20-25% на севере республики. Дроки является районом со средним количеством пчелосемей. В пчеловодстве мы не на первом месте, но и не на последнем. В районе Дроки зарегистрировано 80 пчеловодов и чуть более 3000 пчелиных семей. Большинство пчеловодческой продукции поставляется на внутренние рынки для удовлетворения запросов потребителей, но есть и производители, которые ее экспортируют. 13-й Гомельский экономический форум прошел в Беларуси с 18 по 21 мая. В нем приняла участие делегация из Гагаузии. Возглавил ее председатель Чедерлунского района Валентин Кара. В рамках визита члены делегации ознакомились с деятельностью предприятия «Гомсельмаш». Руководство предприятия выразило готовность поставлять аграрным хозяйствам Гагаузии сельхозтехнику на льготных условиях в рассрочку или в обмен на плодоовощную продукцию. Известному гагаузскому актеру и режиссеру Савелию Кюся в понедельник, 23 мая, исполнилось бы 45 лет. В 1998 году Савелий Кюся окончил Российский университет театрального искусства. Работал в театре имени Моссовета педагогом по актерскому мастерству и ораторскому искусству, а также ведущим редактором на Гостелерадио России. Деятельность Савелия Кюся не ограничилась театром. Он снимался в российском кино и сериалах. На родном языке читал произведения гагаузских поэтов и писателей. Команда КВН Камрата «Южный темперамент» заняла второе место в игре финала КВН Молдавской лиги, которая прошла 21 мая в Кишиневе. Вместе с камратской командой на сцену КВН вышли игроки из Тирасполя, Тараклии и Донбасса. Ежегодный международный турнир по боксу прошел в чешском городе Усти-над-Лабем с 18 по 21 мая. В соревнованиях приняли участие боксеры из 14 стран – Казахстана, Италии, Австрии, Румынии, Словакии и других государств. Бронзовые награды турнира получили Валерий Сырбу из Камрата, который выступал в весовой категории 75 кг, и боксер из Хинчерст Кристиан Константинов, участвовавший в соревнованиях в весовой категории 91 кг. Конкурс творчества и вокала «Поющая звезда Копчака» прошел в минувшие выходные в Доме культуры села Копчак. В нем приняло участие 10 исполнителей по двум возрастным категориям от 7 до 12 лет и от 13 до 16 лет. Каждый конкурсант представил зрителям и жюри по 2 композиции – любимую песню и песню из военно-патриотического репертуара. По итогам конкурса первое место в младшей возрастной категории заняла Марина Колпакчи, второе место – Ксения Тодорова, а третье место досталось юной исполнительнице Татьяне Трандафил. Гран-при конкурса среди самых юных талантов завоевала Вероника Кирчиогла, которая получила в подарок мобильный телефон. В старшей возрастной категории лучший результат показала Алина Чавдарь. Второе место жюри присудила исполнительница Елене Почалы, в третье – Вере Забель.
минувшие выходные пьяная девушка в течение часа отказывалась остановиться в ответ на просьбы сотрудников полиции. А когда полиция прижала к обочине дорогую иномарку камрачанки, та оказала сопротивление. Инцидент произошел в пятницу 21 мая. Управлявшая Volkswagen Passat 19-летняя девушка в ответ на просьбу полиции остановиться только нажала на педаль газа. В поимке правонарушительницы были задействованы 2 экипажа патрульной полиции. Когда полиция прижала к обочине иномарку, водитель долгое время отказывалась выйти из транспортного средства. Девушка, находящаяся в состоянии опьянения, отказалась пройти тестирование на употребление алкоголя. – 22 мая в Басарабяске отметили сразу 2 праздника – День основания города и День Святого Николая Чудотворца. На площади города был организован праздничный концерт. Поздравить горожан приехали и представители из соседних стран. Перед началом выступлений были проведены итоги двухмесячника по благоустройству, санитарной чистке и озеленению города. Был проведен конкурс под названием «Частные дома», победители которого получили ценные призы. Подробнее о данных событиях смотрите наш сюжет. 22 мая, в День Святого Николая Чудотворца, Басарабяска отметила свой день рождения. Основные гуляния были намечены на вечер. Прямо в центре города, на площади перед зданием районного совета, установили сцену. Первыми басарабчан и гостей поздравили руководители городской и районной администрации. Былые времена 20 века, прошлого столетия. Благодаря строительству железной дороги наш город процветал. Труженикам-железнодорожникам большая благодарность за то, что они делали для нашего города. Но, к большому моему сожалению, сегодня экономика нашего города не на высшем уровне. Но каждый из нас, вложа душу, сердце, желание, может поднять статус нашего города до высшей точки. Я желаю нашему городу процветания и всем нашим жителям города. Я желаю любви, чистого неба над головой и, конечно же, духовного равновесия. Бессарабка, с днем рождения! Я хочу жителям, горожанам пожелать в первую очередь здоровья, счастья, любви, чтобы вы всегда улыбались, чтобы было меньше обид, чтобы было меньше зла, чтобы было больше добрых дел. А городу, конечно, я желаю развития и процветания. Мы будем делать все возможное совместно с Примарией, для того, чтобы наш город развивался, для того, чтобы в нашем городе было комфортно жить, для того, чтобы жители города Басарабяска гордились своим городом, гордились, что они живут в своем городе и что их город знают все. Дорогие горожане, дорогой любимый город, с праздником! С храмовым праздником горожан поздравили соседи из Гагаузии и Тарутинского района Одесской области, а также представители посольства Российской Федерации и парламента Республики Молдова. Давайте мы все вместе сплотим свои усилия для того, чтобы мы смогли себя почувствовать счастливыми, для того, чтобы нам было приятно возвращаться сюда, для того, чтобы нам приятно было оставаться здесь, работать, а не уезжать и оставаться где-то за границей. С праздником, уважаемые друзья! От сотрудников российской дипмиссии в Республике Молдова и лично от чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю сегодняшнего праздника. Отдельно хочется выразить самые искренние и теплые слова благодарности организаторам сегодняшнего мероприятия. Дорогие друзья, еще раз вас с праздником, здоровья, счастья и мирного неба над головой в процветающей Молдавии. Среди почетных гостей была и вице-председатель политформирования «Наша партия» Елена Пануш. На день рождения Басарабяски она приехала не с пустыми руками. Я хочу вас поздравить с этим красивым праздником, потому что день рождения города – это день, который приносит в наши сердца свет, добро и мечты о лучшем будущем. Для того, чтобы вы начали уже строить город вашей мечты, фонд Рената Усатова дарит Примарии города Басарабяска 2000 квадратных метров тротуарной плитки. Но это еще не все. Фонд Рената Усатова дарит городу Басарабяска еще и детскую игровую площадку. И, конечно,
конечно, Ренат Георгиевич с большим удовольствием подарил вам сегодняшний праздник, сегодняшний концерт. Перед началом концертной программы были подведены итоги двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города. В номинации «Частные дома» были отмечены дом номер 48 по улице Садовая, дом номер 75 по улице Котовского, дом номер 107 по улице 28 июня, дом номер 14/8 по улице Ленина, дом номер 64 по улице Толстого и дом номер 9 по улице Пушкина. Среди многоквартирных домов самыми благоустроенными были названы дом номер 57 по улице Трудовая, дома номер 1А и номер 4 по улице Гоголя. Среди лучших предприятий также оказалось 3 номинанта. Все предприятия подготовились неплохо, территория у всех находится в хорошем состоянии, но все-таки мы решили отметить следующие предприятия. Локомотивное депо железнодорожного узла, дистанция пути железнодорожного узла, швейное предприятие, которое находится за железной дорогой. Призерам во всех номинациях были вручены грамоты и денежные премии. После торжественной части начался грандиозный концерт с участием звезд молдавской эстрады. Перед зрителями выступали Георгий Цопа, группа Доредос, Константин Москович, Ольга Тира и Павел Парфений. E multă mai frumoasă și nici nu va fi. Sus măcarul, care să cinstim, ne îndeamnă lăutari să ne înveselim. Sus măcarul, e noi minunat, să trăiască domn primar, că m-au invitat. По словам рядовых басарабчан, такого праздника в родном городе они еще не видели, поэтому были приятно удивлены. Мое мнение по поводу данного мероприятия, конечно, отличное. У нас никогда не было такой профессиональной сцены. Спасибо тем, кто организовал этот концерт. Я с сегодняшнего утра присутствовал на спортивных мероприятиях, присутствовал потом на торжественной части встречи гостей. Сегодня вечером пришел на этот концерт. Я начинаю гордиться своим городом. Мне нравится, что здесь весело и приходят люди. Здесь очень весело, много детей, такой позитив. Тут очень много людей, известных в Молдове, Басарабяске, что у нас не каждый день такое можно увидеть. И очень много людей собрались для этого события. Мне очень нравится концерт. Это что-то новое и оригинальное для нашего города. Концерт великолепный. Мне нравится, как поют и танцуют. Это очень хорошо для нашего города. Спасибо организаторам за то, что организовали такой концерт. Это очень хорошо для города, для людей. Концерт великолепный. И давайте честно скажем большое спасибо спонсору Ренату Усатому и его команде за то, что они сумели организовать такой концерт и предоставить нашим горожанам минуты отдыха, притом активного отдыха. Некоторые горожане отметили пассивность многих местных жителей. Активности людей маловато. Надо, чтобы люди поняли, что это для них приходить, праздновать, веселиться. Все-таки раз в год, разный день города, поэтому полагаю, что без людей никак нельзя. Почему наши люди такие вот или безответственные, или не интересуются? Все чего-то всегда хотят, но никогда не приходят на мероприятия. Ближе к вечеру активность участников концерта повысилась. На площади собрались сотни басарабчан и гостей города. Артисты, выходившие на сцену, остались довольны тем, как их принимали зрители. Прием очень теплый. Люди с юга самые гостеприимные. С большим удовольствием желаю вам здоровья, веселья и жить в красивом городе. Мероприятие завершилось праздничным салютом.
Примария города Камрат организовывает много различных мероприятий для горожан, уделяя особое внимание спорту. На этот раз был проведен массовый спортивный забег. Принять участие в соревновании мог любой желающий. В забеге участвовали люди 3 возрастных категорий. Участниками были не только горожане, но также и гости из других населенных пунктов автономии. Участники отметили важность таких мероприятий и с нетерпением ждут новых спортивных конкурсов. Подробнее о данном мероприятии наш следующий сюжет. В Камрате состоялся массовый спортивный забег на 3 и 10 километров. Любой желающий мог принять участие в этом соревновании. Бегуны стартовали от здания Дворца культуры и пробежали по центральной улице Камрата. До круга автостанции бежали самые маленькие любители спорта, а более подготовленные преодолели около 10 километров. В спортивном забеге, который впервые состоялся в Камрате, приняли участие как камратчане, так и гости из населенных пунктов автономии. Все они с большим воодушевлением говорили о том, что означает для них участие в таком массовом спортивном забеге. Во-первых, спорт всегда был объединяющим фактором. И это было плановое мероприятие нынешней примарии. Я очень, как гражданин города Камрата, очень приветствую такие массовые мероприятия за здоровый образ жизни. Я с села Бежгёз. Я приехал с целью побегать немного, посмотреть на свои силы, на других показать. В этом спортивном забеге приняли участие желающие в 3 возрастных категориях. Самый старший из участников Константин Таушанжи, декан экономического факультета Камратского государственного университета, подчеркнул, что данный забег имеет некоторый смысл пропаганды среди молодежи того, чтобы в нашем обществе больше внимания уделяли развитию спорта. Человек не обращает на свое здоровье. Когда болеет, тогда вспоминает. Поэтому самый второстепенный предмет в школе – это физкультура. Можно не ходить. Так и в университете. Теперь посмотри, сколько здесь преподавателей в школах, которые преподают. Аж их не видно. А сколько тут врачей, которые говорят о здоровье, их тоже здесь не видно. Поэтому мне кажется, что это своего рода реклама, это своего рода пропаганда. И надо, чтобы эти вещи были на первом месте. Я хочу сказать, что это здоровый образ жизни. Те люди, которые занимаются спортом, они наверняка уделяют много внимания своему здоровью, учат своих детей, внуков, как именно нужно относиться к жизни. А не сидеть где-нибудь в барах. Это, я думаю, большой пример, образец для многих. Я, допустим, ставлю ориентир для своих детей, сыновей, внуков, что в дальнейшем они тоже будут вспоминать и ориентироваться на наши результаты в бегах. Через энное количество лет скажут, вот наш дедушка бежал 54 года такую дистанцию за столько-то времени. Я считаю, что этим я буду гордиться, потому что, слава богу, здоровье позволяет, чтобы выступать на таких соревнованиях. Камрату очень повезло в части спортивных мероприятий и внимание к спорту. Был примар Николай Харлампович Дудогло, очень много внимания уделял, и лицей открыл, и строились площадки. И, знаете, мне очень приятно отметить сейчас, что ныне действующий примар, Сергей Ильич держит планку, и его инициатива проведения этих массовых мероприятий. Такие мероприятия, они сплачивают горожан. Эти мероприятия способствуют тому, что горожане становятся здоровее, веселее. Поэтому побольше таких мероприятий. Примария организует много различных спортивных мероприятий, в которых особое внимание уделяется массовости, отметил столичный мэр. Это является основной целью и сегодняшнего забега. Цель нашего мероприятия – это сегодня массово вовлечь всех наших жителей города и гостей города для того, чтобы они могли заниматься спортом, чтобы не занимались непристойными делами. Потому что мы много можем сегодня говорить о тех плохих вещах, что у нас происходит в нашем городе. Одни говорят и пьянство, и спайс, и казино, и все что угодно. Но человек должен чем-то заниматься. Он, когда свободен, тогда он и начинает заниматься не тем, чем нужно. Так мы его хотим занять именно спортом. Кто на стадионе, кто на забегах, чтобы это было уже
интересно и каждый год в одно и то же время. Спорт объединяет. В спорте нет никогда никакой и не должно быть никакой политики. Сегодня горожане и гости Камрата, столицы нашей, будут принимать участие в этом марафонском забеге. Он у нас такой первый, потому что был долгий перерыв. Но я надеюсь, что, как и другие мероприятия, которые организовывала и Приморье, и исполком, станет традиционным. И такие мероприятия будут проходить несколько раз в год. Не только в Камрате, но и в других населенных пунктах нашей автономии. Для участников забега были определены 3 дистанции. Для детей до городской автостанции, для взрослых до 45 лет до поселка КХП, для взрослых старше 45 лет до городского стадиона. Организаторы спортивного забега заверили всех участников в том, что такое мероприятие в Камрате будет проходить ежегодно в мае для всех желающих в нем участвовать. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.